Это поселок Теснафу, Ташкурган, Таджикский автономный уезд, Кашгарский район, Уйгурская автономия, родина старика Баики. 13 сентября Баике было присвоено почетное звание «Народный пограничник». Сегодня он с семьей поедет в уездный город купить одежду и меховую шапку, чтобы подготовиться к предстоящей поездке в Пекин.这是塔吉克民族的衣服，漂亮不漂亮？这个样子啊。他是我们的英雄。就塔吉克里面的嘛，3代人他们在保护我们国家的边境。他爸爸，他儿子最后。我现在一说不能去。Сын Баики, Рахини, тоже был пограничник. В январе 2021 года Рахини героически погиб, спасая утопающего ребенка. Ему было всего 41 год. Пособие в 200 тысяч юаней, выданное правительством, Баика пожертвовал полностью в зону бедствия. На Памирском Нагорье семья Баики в 3 поколениях охраняет границу уже 70 лет. В запретной для жизни зоне они указывали путь пограничникам. Баика нес пограничную службу 37 лет, совершил более 700 патрулирований, пройдя более 30 тысяч километров. Многие родственники редко его видят. К этому уже привыкли родные. Лет 14-15, наверное. Не виделись. Я окончил военное училище в 2005-м. В июле 2005-м прибыл в этот уезд. Их семья на пастбище, в местности Муфанга. Впервые я увидел яков несколько лет назад. Яки тогда напали на наших людей, украли нашу еду, а потом растоптали снаряжение, которое мы с собой взяли. Все было разорвано в клочья. И еще там очень узко, а впереди река. И вот внезапно мой як наполовину соскользнул вниз. Тогда Баика, быстро подойдя, схватил яка, удержал его. Удержал. Если бы он не схватил того яка, меня бы не было в живых. Уфулангоу на таджикском означает «долина смерти». Эта дорога необычайно опасна, полагаться можно только на яков. Раньше пограничники не получали зарплату. За время службы в семье Баики погибло 14 яков. 14 голов. Они погибли от голода, холода, падений или утонули. Спускаться в ущелье – это очень опасно. Упасть туда – значит попасть под снежную лавину. Человек сам тоже не может спуститься туда. Во время одного из наших патрулирований мы столкнулись с паводком. Я получил травму плеча. Но главное – безопасность границы. Мы не можем измерять это деньгами. Главное, чтобы люди были в безопасности. Перемены на границе просто потрясающие. Появились очень красивые дома. Дороги тоже хорошо построили. Раньше мы жили в юртах, палатках пограничников. И дороги были плохие, и электричества не было. Но это долг. Охрана государственной границы. Когда я ушел на пенсию, есть мой сын, а после сына – сын моего сына. Сяосюн, смотри, сегодня мы выехали на патрулирование. Видишь, машина моего Пулангу уже проехала. Это наши старые товарищи по службе, смотри. Уже не видно? Эй, как раз там свет. Смотри. Знаешь, жизнь в этом домике пограничника-кочевника, 40 лет под таким солнцем. И здесь же была жизнь. В то время на моем посту позади была радиостанция. Каждый день вот так заряжали. Совершенствованием пограничной инфраструктуры и оборудования, мест, куда могут добраться патрульные машины, становится все больше.
активнее применяются такие технологические средства, как беспилотники. Зависимость пограничной службы от яков становится все меньше. Здесь есть такая таджикская поговорка: «Наше земледелие – это дежурство на посту, наше скотоводство – это патрулирование». На Памирском Нагорье много таких таджикских семей, как семья Баики, где уже третье поколение несет пограничную службу.